Закрыть ворота. Слушаюсь, господин Миршав. Не закрывайте! Подождите, подождите! Не закрывайте ворота, подождите! Сначала заплати мне 3 танги, а потом пройдешь город, понятно? Вот у меня только одна таньга. Очень прошу, пропустите меня. Так я тебе и поверю. Поищи хорошенько. Не найдешь, будешь ночевать за воротами. Нет у меня больше денег. Прошу вас, во имя Аллаха, пустите меня в город. Моя жизнь и честь зависит от этого. Узнать, кто такой? Дешево стоит твоя жизнь, если ты жалеешь заплатить за нее 3 танги. Он сам-то 0,5 танги стоит. Эй, у кого ты эту кобылу украл? Молчи, моего отца! Ты говоришь, что? Я не вижу коня, это ж дохлая кляча. А вот упадет, ей по подпорке подходит. Наверное, ее надул! Цыган! Замолчите! Не издевайтесь надо мной! Замолчите, я вам говорю! Не хотите пустить? Я силой войду! 3 танги отдай, разбойник, его место в тюрьме. Дядя Кари, дядя Кари, а кто за бритье заплатит? Подождешь, видишь, там что-то случилось. Нет, сейчас заплатите. Отстань, в следующий раз вдвойне получишь. Пустите меня в город! Откройте ворота, умоляю вас! Позвольте войти, я прошу вас. Мне непременно нужно в город, Я пропустите. поставил. И не хочешь платить? Это все. 1 танга и 5 пул, больше нет. Пропустите меня. Ты, кажется, хотел войти силой. Ну что же, давай поборемся. Если поборешь меня, войдешь. Как это побороть? А так, кто кого на п***ки положит. Согласен. Посмотрим, кто кого сильней. Клади деньги на землю. Если положишь меня на лопатки, войдешь в город. И еще денег мы тебе соберем. На саван! Слушай, парень, он тебя искалечит. Одумайся, пока не поздно. А мне больше платить нечем. Ну-ка, иди сюда, богатырь. Куда ему заморышу? Держи штаны, сейчас улетят! За соломкой сбегать, а то жестко падать! Держись крепче за землю! Смотри, смотри, что делает, а? Не сдается, вот тебе и заморыш. Будь ты проклят. Ладно, войдешь в город, я сдаюсь. Думаешь, ты сильнее меня? Нет, ты зазевался, а я и словчил. Может и так. Эй, богатырь, как тебя зовут? Хамро, Рафик, так я могу войти в город? Так и быть, иди. А где мои деньги? Увели деньги? Здесь тебе не кишлак. Это Бухара. Не успеешь оглянуться, и денег нет. Пусть мои несчастья пропадут, как эти деньги. Я не обеднею. Правильно, идем. Вы не скажете, как мне пройти к медресе? В Бухаре много медресе. Медресе Мир Араб. О, Мир Араб. Ага. Зачем тебе? Да. Неужели такой богатырь хочет чахнуть за книгами? Нет, мне надо найти. Иди к нам в дервиши. Деньги за твое вступление я найду. Ты мне понравился, я все устрою. Ты не бойся, будешь жить без забот, ничего не знать, кроме ночных молений. Ночных молений? А разве бывают ночные моления? У нас бывают. Ну что, согласен? Нет, почтенный Шан. Мне надо найти земляка. Он здесь учится в медресе Мир Араб. Шагай туда, прямо. Упрешься в стену, это и будет Мир Араб. Спасибо. Почтенный Кари, вас, кажется, чем-то заинтересовал этот бедный юноша. Нет, нет, какое мне до него дело? Я вижу, у вас сегодня неудачный день. Не все продали, а? Вы же знаете, что я за один день только на 2 танги продаю. Вот как. Больше мне не надо. Тогда дай мне подсластить язык. В счет, внучка. Во рту так горько, словно я наелся перца.
Дай подсластить язык. Подождите. Скажите мне, дядюшка Карил, почему вы взяли чужие деньги? А? Я видел. А что же я должен был делать? Почему их нельзя взять, если их бросили? Я-то знаю, это большой грех терять деньги. Да. А отнять у бедняка последнее не грех? Аллах мне простит это. Он молодой, парень здоровый. Кроме того, я беднее его. Об этом все знают. Я болен. Мне трудно ходить, старый я стал. Он может заработать деньги, а я нет. Дай-ка. Хоть бы одну взяли. Одну. Кори толстопузый. Что? Да, я Кори. Кори, чтец Корана. Это глупые прозвали меня толстопузом. А у меня такой большой живот не от сытости, а от болезни. Да. Шалом алейкум, Мирза Абдулла. Это что, новый? Нет, Мирза, это земляк, друг детства. Его зовут Хамро Рафик. Я обручен с его сестрой. О, почти родственник. Алейкум. Алейкум ассалам. Прошу вас к столу. Прошу. Извините нас, Мирза Абдулла, но мы сейчас не можем даже крошки проглотить. Горе обрушилось на наши головы. Мы пришли к вам за советом, вернее сказать, за вашей помощью. И все же я прошу вас сесть, выпить чаю. За столом поговорим. Аминь. Да благословит нас Аллах. Его отец взял деньги у ростовщика под вексель. Увы, не он первый, не он последний. Этот ростовщик из вашего кишлака? Да, местный ростовщик. Он выдал ему русский вексель. Русский? Да, плохо ваше дело. А эту бумагу взял другой ростовщик, перекупил. Он здесь. И отнес ее забыл куда. В банк. Правильно, банк. Значит, теперь вексель находится в банке и предъявлен к оплате? Предъявлен. В счет долга у его отца забрали дом и сад. Ну? И все равно не хватило. За остаток долга забрали дочь и увезли ее. Твою невесту? Да, Счет 700 таньга. И куда же ее увезли? мы не знаем, где она теперь, Мирза. У кого твой отец взял деньги в долг? У нашего богача Арбоба Хамида. А куда спрятал твою сестру, он не говорит? Нет, как мы не просили, Арбоб Хамид говорит, когда вернешь долг с процентами, тогда можешь забрать сестру. А какой процент? 45 танга за день. К завтрашнему дню уже 1000 накопится. Процент такой, что ему не выплатить. Вы в зубах у тигра, мой Бадриддин. Узнать бы, куда спрятали мою невесту. Это трудно. В Бухаре много ростовщиков. И потом узнаешь, что сделаешь. Но разве существует такое право за долги отбирать у отца дочь? Это нарушение шариата. На векселе стоит герб русского царя. И кроме того, печать банка. Твою невесту взяли в залог. Да, но... А что, если нам пойти к судье? Может, он заставит этих ростовщиков вернуть нам мою сестру? Бесполезно. На суд уйдет еще больше денег, чем весь ваш долг. И все равно закон будет на их стороне. Надо вернуть деньги или отказаться от невесты. Мирза Абдулла, дайте мне денег взаймы. Очень прошу вас. Если вы мне одолжите денег, я согласен быть рабом вашим до смерти. Одолжить денег? Да, Мирза. С большой радостью. С большой радостью я хотел бы помочь вам, мой дорогой. Для вас я бы ничего не пожалел. У вас такое будущее. Ну, увы, не могу помочь. У меня нет денег. Все средства находятся у моего отца. Мне самому приходится занимать на карманные расходы. Может быть, вы знаете какого-нибудь ростовщика, у которого можно взять в долг? Ростовщика? А что вы можете предложить в обеспечении долга? Ничего. Я подумаю. Спрошу у кого-нибудь, но обещать не могу.
Ростовщики взаймы без залога обычно не дают. Но будем надеяться на лучшее. Да поможет вам Аллах. Какой добрый твой богатый покровитель. Один ковер под его благородными ногами стоит дороже моей сестры. Где же может быть Гюлендом? Найди ее, попробуй. Она может быть за этой стеной, может быть за той. Попробуй найти. Этот трижды несчастный город полон ловушек. Клянусь, Хамро, я выручу ее. Я займу денег, пусть даже под залог моей Что души. ты говоришь? Душа бедняка ломаного гроша не стоит. Я готов на все. Ты увидишь, Хамро, я найду Гулендом, чего бы мне это ни стоило. Слышь, Бадреддин, кто-то свистит. Чего ты испугался? Идем. Осторожно, яма. Подождите! Куда спешат ночные гости из дома богача? Выкладывайте все, что у вас есть. Быстро! Куда? Стой! Хасан, Да, господин. обыскать их. Слушаюсь. Напрасно трудишься. Не найдешь ничего, кроме волос на моей груди. Проклятый город. Хамро? Рузи? Третий раз выслеживаем богачей, а попадаем на голодранцев. Что за проклятая нищая ночь? Хасан, оставь их. Миршаб. Кто идет? О, стражники Миршаба, попадись только к ним, снимут с тебя последний халат. Надо вас выручать. Кто идет? Вы боитесь стражи Миршаба? Кто, мы? Эй, кто там? Видишь, как мы их боимся? Мне нравится. После вас улицу чистить придется. Если бы почтенный Рузи попал в него камнем, он так и остался бы лежать на земле вместе с конем. В следующий раз я не промахнусь, нет. Ну, Мулло, одолели вы уже святую книгу Шамсия? Я ведь тоже когда-то учился в медресе, но дальше букваря не пошел. Едва знаки разбираю. Вот и пришлось мне стать во главе тех правоверных, которые без разрешения открывают двери к Аллаху. Каждому свое. Теперь я понял, что значит ночные моления. Ты слышал? Каждому свое. Вот ты умник, а стихи умеешь сочинять? Умею, но мне это ничего не дает, кроме удовольствия. Я хочу спросить тебя, Рузи. У кого мне взять 1000 таньга в долг? 1000 таньга? Да, нам обоим нужно. И тебе, богатырь? Но ведь я не могу сам занимать. Нищим это запрещено. Ладно. Завтра утром приходите оба на базар. Я вам покажу одного человека. Бадреддин! Эй, Бадреддин! Бадреддин! Зачем тебе, Бадреддин? Позовите его! Бадреддин, тебя кто-то спрашивает. Кому я нужен?
У вас ночует земляк по имени Хамров. Вот он, я Хамров. Слушай, Хамров, утром приезжал на базар Мухсин из вашего кишлака. Велел передать. Что передать? Мужайся, плохие вести. Тебя ждут дома, твой отец умер. Мужайся, Хамров. Аллах так захотел. Это из-за них он умер. Ростовщики виноваты в его смерти. Горячие лепешки! Горячие лепешки! Чай, чай, зеленый чай! Абрикосы, сладкие! Дыни, Дай-ка, дай. Постыдились бы, дядюшка Кари, платить надо. А у тебя что? Дай попробовать. Вот он, видишь? Толстопузый. Кто? Это вот тот толстый? Ага. Да из его челмы можно жирный суп сварить. На вид он самый последний бедняк. Неужели у него есть деньги? Может, у него и нет денег, но, говорят, он умеет их доставать. Тогда познакомь меня с ним. Я? Таких, как я, он боится. Ты сам иди. Ступай. Ты к нему подойди и спроси, когда он будет один. Я не знаю, как к нему обратиться. Иди, не бойся, и будь настойчив. Посмеяться решил. Над кем? Над студентом? Или над тем мешком вонючего сала? А ну-ка подай мне сюда шашлык. Что тебе трудно? 3 шампура давай мне, да побыстрей. Держи. А зачем себе взял? За услугу. Я тебя не просил об этой услуге. Абрикосы! Не забудь заплатить. Сладкие абрикосы! Дешевые абрикосы! Ах, какой баран! Он достойный мирского стола! Посмотрите на этого жирного барана! Ай-яй-яй! Какой вкусный баран! Какой вкусный баран! Смотри, дядя Коля пришел на базар. Кто забыл купить арбузы? У меня самые сладкие арбузы! Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Ах, какой Мы плох. вас не звали. А я человек не гордый. Какой плох. Нет, этот халат мне не подойдет, маловат. Дай-ка другой. Пожалуйста, пожалуйста. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам, дядюшка Кари. Хорошо идет торговля. Не жалуюсь. Хороший халат. А сколько возьмешь? 30 танга. Ну, дорого. Что в этом материи чего Да сколько поможет стоит? тебе Аллах. Пусть удачной будет твоя торговля. А работа какая? Вы посмотрите, шили лучшие мастера из Намангана. А за 25 отдашь? Себе в убыток. Ну так и быть, берите. А тебе чего надо? Мне ничего. Ну тогда проваливай отсюда. Ну! Покупайте ковры, покупайте ковры. Мне еще один Самые нужен лучшие для сына. ковры, Сейчас. самые цветастые ковры. Покупайте. Урю. Сожрал. Красивый Урю. Покупайте, Урю. Посмотрите. Толстопузый. Горячие лепешки. Лепешки. Плов. Ассалам алейкум. Ну как, продали мои тибетейки? Нет, дядя Кари, еще не продал. А может, продали и денежки к себе в карман, а? Дядя Кари, что вы, не верите мне? Думаете, обманываю? Смотрите, вот ваши тюбетейки. Вот ваши тюбетейки. Больше ни за что не буду продавать ваш товар. Забирайте его, сами продавайте, если мне не доверяете. Ты на меня не сердись. Я вижу, мои тибетейки, я только пошутил. Не Пошутил. сердись. Деньги мне нужны, а у меня их нет. Денег у тебя Да, нет. совсем Кроме нет, ни халата танги. ничего нет. А, Да. Клянусь вам, будь я проклят, если сказал неправду. Вот как. Знаете, что я придумал, почтенный? Заплатите мне вперед хотя бы половину денег, а я за это обещаю помолиться за Нет, вас. не выйдет. Здесь и молитвы не помогут. Ваши тюбетейки не ходовой товар, их никто не берет. Что вы сказали? Мои тибетейки не ходовой товар. Не ходовой, не Смотрите, ходовой. какая Да, работа. да, да. А эти узоры, видите? Вижу, как цветок вижу. миндаля, тонкая А никто работа. не берет. Посмотрите, как следует. Ага. Какой богатый рисунок. Хотите знать, кто вышивает эти тибетейки? Хотите знать? Это моя новая мастерица. У нее такие тонкие-тонкие пальчики. Так. Но эти пальчики мне обходятся дорого. Слушайте, дядя Да. Кари, Да. не доливайтесь вы соловьем. Если хотите, так договоримся. Я у вас покупаю оптом весь ваш товар. Ага. А взамен этого вы за мой долг не будете брать с меня проценты. Если вы согласны на это, так я готов вам заплатить деньги вперед. Что? А? Не брать за долг процентов? Аллах Дядя решил Кари, тебя разом дядя обезумить. Кари, Ты хочешь не меня горячитесь, разорить? не горячитесь, дядя Кари. Выпейте холодной водички. Отвяжись от меня! Издеваешься? Хочешь соленой водой утолить мою жажду? Не выйдет! Дядя Кари, дядя Кари.
Эй, беги! От лошадь едешь! Отслеп, что ли? Ну! Здравствуйте, господин. Рад вас видеть. Очень рад. Проходите, пожалуйста. Я сейчас за вами зайду. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Почтенный Кари. Алейкум ассалам. Здравствуйте. Прошу, садитесь. Кушайте на здоровье. Что вам угодно? Мне ничего. Пейте на здоровье. Видите ли, в чем дело? Мне нужны деньги. В долг? Да. Как говорится, дающий в долг дает только деньги, а берущий в долг теряет покой. На что тебе деньги? Не вступай в этот хоровод да мулло. Мне они очень нужны. Я потом вам объясню, зачем. Рузий посоветовал у Толстопузова занять. У дядюшки Кари, вы знаете. Но как к нему обратиться, я ума не приложу. На вид он какой-то весь ободранный, как нищий. Не может быть у него денег, по-моему. Так, что у вас там еще? Так, пустяк. Хорошие пустяки. О, сумма серьезная. Прикажете на протест? Угу. Прошу. Идемте. Идемте. Сюда, пожалуйста. Извините. Да-да, пожалуйста. Примите на счет господина Исмата 20 700 рублей. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Не занимай у Толстопузова. Он всем может дать в долг и называет эти деньги детьми. Странно, почему детьми? Проценты со своих детей он называет внуками. Любит он их больше детей. Ну а еще дороже его сердцу проценты на проценты. Это его правнуки. И в счет их он сосет каждый божий день мои леденцы. Почти вся Бухара его должники. Так значит, у него много денег. О, никто не может знать им счета. Так чего же я тут сижу? Подожди, Бадреддин, остановись! Простите. Да-да. Вы не видели, куда пошел Кари? Кажется, на похороны. Подайте милость, ради Аллаха, подайте милость. Где похороны? Там.
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم Извините, дядюшка Кори, что вы со мной ходите? Что вам нужно? У меня к вам дело. Какое дело? Одолжите мне, пожалуйста, денег. Одолжите. Одолжить? Да, пожалуйста, мне ненадолго. Очень нужно. Всем деньги нужны. У меня, правда, своих нет, но я мог бы достать. Я был бы вам очень благодарен, дядюшка. Потом поговорим. Сейчас будут раздавать материю. Не прозевать бы. Подожди. Дай мне, пожалуйста, дай мне еще один кусок. Не скупись, мои молитвы самые хорошие. Один я знаю такие молитвы. Прошу тебя, дай еще один кусок. Подожди, останется, тогда дам. Вот, держите. Какую сумму вы хотите у меня взять? Под какие проценты? А поручитель у вас есть? Поручителя у меня нет, дядюшка Кори. А может ей что-нибудь оставить в залог? Постройки или земля, или драгоценности? Единственное мое сокровище уже заложено, уважаемый Кори. И я прошу у вас денег, чтобы его выкупить. И что же вы в залог отдали? Бриллианты? Или еще что? Шелка, золото? Почтенный Кори, это для меня дороже, чем все бриллианты мира. Не бойтесь, скажите. Если сокровище дороже бриллиантов и мира, его можно бы вторично заложить. На этот раз мне, у меня не пропадет. Почтенный Кори, мне ведь нужна только 1000 таньга. Я согласен дать, какие вы хотите проценты. Да, а что в залог дать? Я не обману вас. Поверьте мне, я вам быстро верну их. Что? Ты меня просишь дать денег без залога? Пока я с тобой тут болтал, прозевал второй кусок материи. Дайте мне, дайте. Почтенный второй Кори. кусок за мои молитвы. У вас осталась материя, я знаю. Дайте мне еще один кусок. Если хотите, чтобы мои молитвы скорее дошли до Аллаха, дайте. Не стыдно вам? Дайте. Подавитесь мне этим куском. Спасибо. На, жена, отдаю. Но не бесплатно, а в долг, запомни это. Потому что я за этот ситец 10 таньга дал. 10 таньга? Да. Врешь. Не, что ты, правда? Я из своего кармана заплатил ровно 10 таньга за этот ситец. А теперь вам отдаю в долг на подкладке для ваших тюбетеек. Мы только и знаем, что шьем тюбетейки. А сколько денег ты нам даешь на еду? Скоро ноги протянем с голоду. Давай сюда. Нет, не дам тебе. Не отдам. Не смеешь со мной так говорить. Я твой муж, законы шариата забыла. Это вы с жиру беситесь, проклятый. По закону шариата муж должен кормить своих жен. Кто это сказал? Где это ты читала, а? Меня не обманешь. Я прочел почти все законы шариата. Нет этого там. Ты мне должна быть благодарна за то, что живешь со мной в моем доме, что носишь платье за мои деньги, да. Платье? Одно у меня платье. И то ты купил, когда я за тебя замуж выходила. За это тебе спасибо. А сколько платьев может купить бедный человек? Это ты бедный. Да, я бедный. И вы должны мне заплатить деньги за материю. Как только продам тюбетейки, я с вас вычту. На, держи. Вы глупые, ничего не понимаете. Я продаю товар по оптовой цене. Плачу за комиссию большие проценты. Еще дисконт. Куртаж к тому же. Это все деньги, дуры вы набитые. А тут еще эта девчонка, ее кормить нужно, а за нее долг растет. Опять мне убыток. Сильный не спросит, войдет, слабый пред силой падет. Буря, отдавшись во власть, сможешь ли ты не упасть? Станешь туманом, волной, станешь печалью земной. Так на песке ни следа,
не оставляет вода. Подряди! Я тебя весь день ищу. Иди сюда. Что случилось? Есть дело. Садись. Поехали. Ты на меня напрасно обиделся. Поверь, я же тебе помочь хочу. Отцу нужно какие-то бумаги написать. Хочешь? Подработаешь? Кроме того, сегодня мне надо вернуть долг одному ростовщику. Нужен свидетель. Поедешь? К ростовщику? Да. С удовольствием. Вот прекрасно. Кто-то стучит. А тебе какое дело? Работай. Откройте, дядюшка Кори. Я знаю, что вы стоите за дверью. Кто там? Это я, Мирзо Абдулло. Мы же с вами условились. Вы одни? Один, не бойтесь, открывайте. Сейчас. Обманул! Не пущу! Наконец-то. Чего вы боитесь? Я же пришел долг отдать. Это свой человек. Да. Пустите. Идем. Подождите, я только дверь закрою. Это дядюшка Кори. Почему ты не сказал, что мы идем к нему? Об этом особый разговор. Прошу сюда за мной. Осторожно, лестница. Ступайте полегче, ступеньки старые. Тут можно голову сломать. Неужели нельзя посветить, дядюшка Кори? Светло бывает во дворцах, а не у таких, как я. Кто-то пришел. А ведь до сих пор никто не приходил сюда. Не твое дело. Разговорила, хватит на сегодня. Иди ложись спать. Прошу, заходите, заходите. Чуть нос не разбил. Зажгите что-нибудь. Сейчас, вот лампа. У вас есть спички? Нет. А у вашего спутника? Тоже нет. Эх, жаль. Что вы там делаете, дядюшка Кори? Эй, вы там, принесите сюда лампу. Я от нее свою зажгу. Зачем тащить лампу? Попросили бы спички. Спички. Эх, они денег стоят. В моем доме за весь день одной спичкой обходится. Как говорится, кто бережлив в расходах, тот и доходы большие получает. Эх, бережешь, бережешь, а толку мало. Все равно нищим умрешь. У бедняка какая жизнь? Расходы все увеличиваются, а вот он кто, ваш свидетель. Вы с ним знакомы? Ага. Вы пока посидите здесь, а мы с Мирзо поговорим. На днях какая роза мне попалась. Сладкая, как мед. Роза? А может, шиповник? Идем, я покажу ее. Она там. Ну что же, посмотрим. Она спит. Да. Посвети нам. Слушаюсь. Ну как? Усладил свой взор? Нравится? Хороша? Приодеть ее, подкормить и будет Гурия, хоть к миру в гарем. Слушайте, ее взяли из кишлака. Ее брата зовут Хамро. Когда ешь виноград, не спрашивай, из какого сада. Она моя, а захочешь, станет твоей. Вот и все. Подумаем.
Прошу, прошу. Долго вы секретничали. Я совсем замерз. Да какие там секреты? А здесь и правда холодно. Распорядились бы хоть углей принести. Да, у меня холодно, зима на дворе. А мне ничего, я привык к холоду. Бедный человек, он терпеливый, а вот богатые холода боятся, нежные. Приготовьте мой вексель. Вексель. Да, мой вексель. Принесли деньги. Он свидетель. Вот, получайте. Здесь 1200 таньга. Ну, а теперь вексель. Вот он, держите. Одолжили бы мне, дядюшка Кори. Нет, это не мои деньги. За ними сейчас придут. С охраной придут. Не бойтесь, он вас не ограбит. Да, вы хотели дать Бадреддину какое-то поручение. Что вы делаете, Мирзо? Это ценная бумага. Какое поручение? Да, есть одно дельце. Если выполнишь, дядя Кори для тебя ничего не пожалеет. Какое у вас поручение? Говорите. Вы кишлак Размоз знаете, а? Это недалеко, вблизи Бабкента. Еще бы его не знать. Это близко от моего кишлака. Вот и хорошо. Надо как можно скорее доставить туда вот это письмо и завтра утром привезти оттуда 2 человек. Так быстро? Да. Это трудно. Я постараюсь. Хозяин, вам человек. Пусть войдет. Ассалам алейкум. Валейкум ассалам. Алейкум ассалам. Мне нужен почтенный Арбоб Хатам. Я Арбоб Хатам. А вы кто? Почтенный гость. Откуда? Я из Бухары. Привез вам письмо от господина Кори. От Кори. Господин Кори просил меня поспешить, но дорогу занесло снегом, и я немного запоздал. Наверное, вы устали. Разденьтесь, отдохните. Прошу вас, садитесь. Не разберу. Такой почерк у дядюшки Кори. Да еще я плохо вижу. У вас глаза молодые. Прошу вас. Может, и разберу. Я ведь обучаюсь в медресе. И почтенный Корей имеет к вам большое доверие, не так ли? Да, пожалуйста. Прошу вас, прочтите нам. Читайте. Пожалуйста. Достойнейший Арбоб Хатам, хотя я волею судеб нахожусь далеко от вас, я, известный вам Кори, каждодневно возношу молитвы Аллаху о продлении вашей жизни и благополучии во всех делах ваших. Аминь. Аминь. По известной вам тяжбе против нашего должника, мне необходимо, чтобы вы немедля прислали ко мне 2 свидетелей, верных людей.
всего лучше халифа Разика и Джабраиля, прозванного лжецом. Они поистине для меня неоценимые помощники. Если мы по воле Аллаха выиграем дело, каждый из свидетелей получит по 100 танга. Если проиграем, по 25 танга. Деньги будут отданы немедля, но прошу вас поспешить с этим делом, ибо завтра решается судьба наша. Надеюсь на вас. С уважением, к всему подпись Кори. Что делать, дорогой мой? Отдохните, подкрепите иссякшие силы и возвращайтесь. Надо к утру непременно быть в Бухаре. Хорошо. Доставьте моих свидетелей. Это честнейший халиф Разик и благородный Джабраиль. Уважаемый Джабраиль Хаджа, Это я. приготовьтесь. Слушаюсь. Почтенный Хамид Бай, сейчас ваша очередь. Слушаюсь. Идите, прошу вас. Свидетели Хамро, идемте. Трудно было выполнить ваше поручение, дядюшка Кори. Я немного запоздал, дорога была очень тяжелая. Аллах да воздаст тебе за труды, братец, за помощь старому бедному человеку. Надеюсь, вы не забыли о своем обещании. Да, не забыл, не бойся, не забыл. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Я никогда не забываю платить за услуги. Спасибо. Ты вот что, братец, зайди вечерком на базар, там один торговец чаем должен мне немного денег, совсем немного. Так вот, в счет долга я возьму у него цибик чая. Цибик чая? Да, цибик чая. Ассаламу И вот алейкум. ты, валейкум ассалам, я отдам тебе его в награду. Только цибик чая. Ты же знаешь, что я бедный, очень бедный. А потом это не все. Я буду Аллаху молиться, чтобы ты стал великим ученым. Но послушайте, дядюшка Кори, вы же мне обещали дать денег в долг. А где их достать, а? Без залога тебе не поверят. Я сам для тебя мог бы чего-нибудь заложить, но я бедный. Ты отлично знаешь. Суд начинается! Я прошу вас. Прости, я спешу. Нет, подождите. Эх ты, скотина. Кто истец? Хамро Рафик, господин судья. Вот его прошение. Ага. Какую девушку ты просишь освободить? Мою сестру, господин судья. Наш Арбоб Хамид взял ее за остаток долга моего отца. А отец недавно умер от горя. И теперь единственный ее защитник я. Где эта девушка? Я не знаю, господин судья. Вексель его отца перекупил у меня какой-то человек. Этот вексель я не мог погасить, господин судья, потому что его отец не вернул мне долга, и мне пришлось отдать девушку в залог. Кому вы отдали мою сестру? Как его звать? Скажите, где живет этот человек? Перестань шуметь. Ты лучше заплати за своего отца Хамидбаю, и девушка вернется. Сколько там осталось? Всего 1000. Нет, господин судья, нет, не 1000, а гораздо больше. Мне поручено защищать права почтенного Арбоб Хамида, и я предъявляю встречный иск. Говорите. Покойный отец этого юноши, да поселит Аллах его душу в райских селениях, одолжил еще у нашего Аксакала Арбоб Хамида 5000 танга наличными, чему есть живые свидетели. Во имя истины почтенный халиф Разик и Джабраиль Хаджа это подтвердят. Да не даст им Аллах осквернить свои уста ложью. Да, подтверждаем. Что ты на это скажешь? Нет, неправда это. У моего отца никогда не было в руках таких больших денег. 5000 танга! 5000 танга! У моего отца никогда не было в руках таких больших денег! Правду вам говорю, господин судья, никогда не было! У него есть дом и земля. Да, господин судья, здесь записано, что у Хамро Рафика есть 5 танапов хорошей земли. Отец выделил ему, когда он женился. Отлично. Свидетели. Да, господин. Да, господин. Вам известно, что вы даете показания согласно закону шариата и обязаны говорить только правду? Знаем, господин. Известно. Да будет так. Показывайте.
Да буду я проклят Аллахом, если оскверню свои уста ложью. Я свидетельствую перед всемогущим Аллахом, что его отец, покойный Рафик, да будет земля ему пухом, взял у Хамид-бая при нас, седовласых старцах, 5000 тенга в долг, и при этом обязался вернуть их по первому требованию. Милостивый господин судья, поверьте мне, это не так, поверьте мне. Отец не брал этих денег, не брал. Арбоб Хамид, неужели у вас совести нет? Ведь мой отец не брал у вас 5000. Ты лжешь, старик, ты лжешь! Замолчи сейчас же! За нарушение порядка в суде ты будешь наказан. Халиф Разик, вы подтверждаете показания Джабраиля Хаджи? Да, господин судья, это истина. Господин судья, я прошу вас, выслушайте меня. Мне знакомо это дело. Неправду Бай говорит. Что? А свидетели, я сам их привез сюда, они подкуплены. Как подкуплены? Да, я доставил письмо и сам читал его. Вчера им читал. Они получат по 100 таньга за то, что дают здесь на суде ложные показания. Откуда взялся этот сумасшедший? Вы его никогда не Мы его видели. не знаем, клянусь Аллахом. От кого было это письмо? От дядюшки Кори. Кто он такой? Где он? Он здесь, я его позову. Вы не видели дядюшку Кори? Нет. Ах, шайтан, ушел. Подойди сюда, безумец. Ты что, накурился анаши? Нет, господин судья, я в своем уме. Хамро, друг мой, этих свидетелей я сам сюда доставил. Клянусь, почтенный господин судья, именем пророка, это правда. Клянешься? Эти правоверные мусульмане дали показания по шариату, а где твои свидетели? Мои свидетели? Да. По шариату у тебя должны быть 2 свидетеля. Так вот, если еще посмеешь обзывать честных людей лжецами, я прикажу бросить тебя в темницу. Убрать его. Я правду сказал. Хамро, друг мой, прости меня. Я не знал. Будешь знать. Пошел отсюда! О, несчастный. За что они тебя? Вставай, вставай. Отвечай, когда покроешь долг своего отца? Мой отец не брал у него таких денег. Поверьте, господин судья, не брал он этих денег. И у меня их тоже нет, не могу я ему отдать. Молчать! Арбоб Хамид, ваш иск признается справедливым. Распорядитесь имуществом ответчика. Судебные издержки также возложить на ответчика. А сейчас связать его и в темницу. Слушай. Господин судья, это несправедливо! Несправедливо! Будьте вы прокляты, разбойники! 149, 150. Господин Исмат, его превосходительство просит вас зайти к нему в кабинет. Прошу вас. Хорошо. Извините. Сюда. Здравствуйте. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Прошу. Прошу. Аминь. Аллах милостивый, великий Аллах, внемли молитве раба недостойного твоего. Не спошли императору Николаю Александровичу и его семейству долгой и счастливой жизни, повергни в прах к стопам его всех врагов наших, да будет его царство невеликой усладой для нас. Аминь. Ассалам алейкум. Здравствуйте. Как ваше драгоценное здоровье, ваше превосходительство? Спасибо, ничего. А как ваше самочувствие? Не спрашивайте. В боку что-то колет, и голова кружится. Боюсь, что дни мои сочтены, ваше превосходительство. А вы бы обратились к доктору Сазонову, господин Исмат. Превосходно знаете ли лечь? Нет. Прошу. Доктор Сазонов пользует самого солнцеподобного эмира и всех влиятельных вельмож. Он с меня, бедняка, столько сдерет денег за лечение, сколько в юности на моей голове и волос не было. Нет, нет, ваше превосходительство, нет.
Такие расходы мне, старому бедному человеку, не по карману. Да-да, конечно. Понимаю. Я пригласил вас, господин Исмат, чтобы посоветоваться о некоторых операциях нашего банка в связи с предложениями, полученными от некоторых иностранных фирм. Есть одна операция, господин Исмат, в которую вы можете вложить 270 тысяч рублей по курсу британской валюты, так как Лондонский банк акцептует 40 тысяч фунтов за счет ваших активов в Лондоне. А какие проценты? То есть куртаж большой будет, а? 3% в Тегеран за услуги, 3 в Лондон, 7 остается в вашу пользу, что составит 18 900 рублей. А? Да, да. Это хорошо выглядит, когда на бумаге написано. А до расчета дойдет, и все не так. Не согласен. Помилуйте, господин Исмат. Гарантия Банк Маджестик Сити, наш постоянный партнер. В военное время надежнее спекуляции с кожами трудно придумать. Какую армию не возьмешь, солдатам без сапог не обойтись. Подумайте, золотое дело. Ну, допустим. А вдруг наш добрый царь помириться захочет с врагами из других стран, заключить мир? Что тогда? Куда эти кожи прикажете девать, солить, по-вашему? Кому я их продам? Бог с вами, господин Исмат. Сегодня 1 февраля 1917 года. Так вот, честью клянусь вам, что еще не меньше 2 лет наш государь будет воевать с немцами и с их союзниками. Где же она? Аллах, помоги мне. Эх ты, безделица! Это все, что ты успела сделать за целый день? Гюляндом. Гюляндом. Бадриддин, ты... Гюляндом, любимая. Я уж потерял надежду увидеть тебя. Искал повсюду. Обошел весь город. Как ты, дорогая. Я глазам своим не верю. Тише. Хозяйка сейчас вернется. Я... Вот вышиваю тебе деньги. Значит, Кори, я тебе говорил. Когда вышью 10 тысяч, меня отпустят. Кто это сказал? Его жены. Нет, Гюляндом, они обманывают тебя. Не верь этим старухам, я уведу тебя отсюда силой. Что ты? Кори сильный и хитрый. Так говорят его жены. Он в Бухаре, как и мир. Только об этом никто не знает. Ты выходишь на улицу? Нет. А ночью сможешь? Нет. Все заперто, я сижу только здесь. О, Гюляндом, дорогая, ну как-нибудь. Идут. Уходи. Умоляю тебя, уходи. Завтра утром, если смогу. Ты опять приходи сюда, только будь осторожен, а то нам обоим будет плохо. Гюляндом, дорогая, я тебя освобожу. Ты что это делаешь? Почему окно открыла? Кто позволил, а? Здесь так душно. Ишь, выдумала. Тебе от безделья, наверное, стало душно. Я топлю, она тепло выпускает. Если ты посмеешь еще раз открыть окно негодно, я тебе все волосы выдеру, окно забью. Работай.
А ты что? Она с каким-то парнем разговаривала, а потом он убежал. Я все Правда? видела. Ассалам алейкум, дорогой Кори. Алейкум ассалам. А мы вас заждались. Неужели вы шли пешком? Все 12 верст. Аллах, надо было лошадь нанять. Лошадь? Я с ума не сошел. Кто я такой, чтобы ее нанимать? Неужели вы не можете купить себе лошадь? Легко ли вам было тащиться пешком в такую жару 12 верст? Вы бы хоть себя пожалели, уважаемый. Да, вы правы, Хамид бай, но только бедняку легче себя тащить, чем отдавать последние деньги. Вы сами понимаете, я ведь не султан, куда уж мне ездить на коне? Да я пилы дома не держу, потому что у нее зубы есть, а вы лошадь, она меня объест. Скажите лучше, этих глупых коровушек сегодня доить будем? Да, наши уже все собрались. И представители местной власти, от уважаемого судьи господин Мулазим, все здесь, все покупатели. Обмерили землю, оценили его имущество, можно приступать к торгам. Прошу вас. Только вас стали, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Хамид бай, а может быть мы сначала чего-нибудь поедим? Ну, конечно, конечно. Прошу. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Итак, мы можем приступить к делам. С кого же мы начнем? Предлагаю кончить дело Хамро Рафика. Согласен. Должник сидит в тюрьме. Братья его еще малы, сестра Гюляндом отсутствует. Есть только старуха-мать и его жена. Им известно о продаже земли и имущества в счет иска, представленного Хамидбаем. Я, как судебный исполнитель, поясняю. Первый вексель отца Хамро Рафика был приобретен почтенным господином Кори. Признанная судом, вторая сумма долга в 5000 таньга по дисконтовой надписи также принадлежит господину Кори. Угодно ли вам представить имущество должника на торги? 6 танапов земли, дом и имущество, а также плодовый сад Хамро Рафика я оцениваю в 2500 таньга. Кто больше? 2700. 3000. 3200. 4000. 4600. 4700. 5000. 5000 и еще 500. 5500 раз. Кто больше? 5502. 5503. Все. Торг состоялся. Все имущество Хамро Рафика принадлежит теперь господину Хамиду. Деньги по торгам получает господин Кори. Позвать Мухсина. Кто здесь Мухсин? Я Мухсин. Иду. Ты Мухсин, сын Юсуфа? Да, господин. Ты брал в долг 360 рублей у господина Кори? Брал, но я от господина Кори получил только 200 рублей, а остальные 160 рублей проценты вперед за год, так он сказал. Не смей говорить проценты, это запрещено шариатом. А говори расходы за услуги, понятно? Понятно, уважаемый господин. Господину Хамиду ты заложил дом, а вексель подписал присутствующему здесь господину Кори. Верно это? Да.
Ты сегодня обязан вернуть ему долг. 360 рублей русскими деньгами. Сколько? 360 рублей, русских рублей, что составляет 2400 бухарских таньга. Ну, Господи, как же так? Я ведь эти деньги до конца года брал. До конца года. Так сказал почтенный господин Кори, на векселе записан. На векселе срок не указан. Мне он обещал записать. Кто же знал, что он меня обманет? Только 2 месяца прошло. Даже и 2 нет. А проценты я должен платить за год. Расходы, я сказал, расходы! Перестань болтать. Кроме тебя и другие есть. Будешь платить? Будешь ты сегодня платить или нет? Сегодня? Сию секунду! Отвечай! Нет, не могу. Убрать его. Нечем мне заплатить. Пошел вон. Это грабеж. Помилуйте. 2200. 2200 раз. 2202. 2300. 2300 раз. Кто больше? 2302. Кто больше? 2500. 2500 раз. 2502. 2600. 3000 даю. Мое. 3000. Получай. Так завтра поедем в кишлак Харгуш. Там ваших должников, дядюшка Кори, на целый день хватит. Пожалуй. А с вами, Хамид бай, мы произведем наши расчеты сегодня. Какие еще расчеты? Есть, и не на малую сумму. Не понимаю вас, почтеннейший Кори. Вы получили по векселям свои деньги за год вперед и даже за 2 года. А мне достались земля и дома. Таким образом, каждый из нас, мне кажется, должен быть доволен. Нет, это только вам кажется, а я недоволен. Что ж получается? Дома и земли, которые вы получили, стоят 30 000. А благодаря моим векселям они вам обошлись только в 12 000. Я думаю, разницу 18 000 надо нам поделить. Из 3 частей 2 в мою пользу. 1 пойдет вам. Нет, не выйдет, почтенный Кори. Не на того напали. Я для вас не дойная корова. Запомните это. И вы для меня дойная корова. Я ведь человек больной, беззащитный. Нельзя меня обижать. А если обидите, может так случиться, что не останется ни денег, ни земли. И Аллах мне поможет в этом. Он услышит мои молитвы. Почтенный Арбоб Хамид, надеюсь, что вы оба и мои скромные услуги не забудете. Тыщенки 2 из этих денег выделите мне, а остальные 16 как-нибудь поделите между собой. Почтенный, плохая новость. Только что мой сын вернулся из города. Он там слышал, на базаре говорили, что получена депеша о том, будто русский царь Николай с престола свалился. Что? А? Значит, твоя невестка у него? Да. И ты хочешь выкрасть у Толстопузова его добычу? Помоги мне, друзі. Отнять девушку у Толстопузова – это все равно, что достать кусок мяса из пасти голодного тигра. Ты его боишься? Не могу этому поверить. Ты силач, Рузи, хозяин ночной Бухары, гроза богачей, и ты испугался. Кого? Толстопузова и его старух жен. Сам без тебя как-нибудь справлюсь. Прощай. Подожди. Я ему говорил, что ты смелый человек, верный друг, и у тебя доброе сердце. Но я ошибся. Оказывается, ты не способен встать на защиту справедливости. Ты говоришь, справедливость? А где она? На каких небесах? Я послал тебя к Толстопузому ради шутки. А что из этого вышло? У него руки длиннее, чем у самого эмира. Так и быть. Я согласен. Сегодня ночью, Рузи.
сегодня ночью. Хорошо. Пусть будет по-твоему. Прошу вас. Оми. А? Да, господин Исмат. Императора уже нет. Теперь республика. А? Республика. Так. А что будет с деньгами? Что? Как же? Ведь на них было изображение императора Николая Александровича. И ведь не только его самого. На некоторых был отец, дед, прадед. А взять 100-рублевку, на ней была Екатерина изображена. А теперь что с ними будет? Значит, эти деньги пропадут, да? Правда? Нет, не волнуйтесь. Ни в коем случае, господин Исмат. Деньги — это вечность, незыблемая скала. Финансы — это то, на чем стоит мир. Впрочем, вы это знаете не хуже, чем я. Актив вашего счета больше 1 000 000 рублей. В золоте, в валюте, в ценных бумагах. Да нет, вы не тревожьтесь. Мы здесь люди свои. Банк наш обеспечен всем достоянием государства. И заграничными инвестициями в полной мере. Так что успокойтесь, господин Исмат. Никогда и никакого ущерба вашему капиталу нанесено не будет. А, вот как. Спасибо, господин управляющий. Хоть немного успокоили несчастного старика. Деньги достаются непросто. Отказывал себе во всем. А толку от этого мало. Очень большие расходы. Просят, умоляют. Дай в долг ради Аллаха. Вот и текут денежки. А взять какое-нибудь дело? Каждый обмануть хочет. Без взятки не получишь ничего. Да, а ведь те проценты, что ваш банк дает, мои расходы никак окупить не могут. Кстати, о процентах, господин Исмат. Вот вы не решаетесь на операцию с кожами. А пришло известие, что на 100 000 дают 30 чистой прибыли. 30? Да. Это хороший процент. Очень хороший. Я бы согласился, но где взять такую пропасть кожи? Есть. Я точно знаю, господин Исмат, что прибыла большая партия прекрасных кож. И дешево. А где же это? А вы с Мирзо Абдулой, сыном купца Ашурова, состоите в делах? Да, иногда бывает и с ним. Этот товар ему предложен с доставкой Франко. Его комиссия. Ага. Любезный Мирзо Абдулла, все, о чем вы изволили просить, сообщено Кари. С глубоким почтением, Берг. Превосходно. Скажешь господину Бергу, что я получил его письмо. Выйдешь задним двором. 30% со 100 000, со 100 000 30, это будет 1%, это будет 1000 помножить на 30, но 30 000. А, выгодно. Дядюшка Карим, не бойтесь, очень серьезный разговор. Рузи Усач хочет сегодня похитить у вас девушку. Да.
Один я знаю об этом. Я случайно подслушал их разговор и решил предупредить вас, дядюшка. Но не бесплатно. Если спишете долг с моего младшего брата, тогда расскажу вам дальше. Куда ты? Идем, идем, я всегда плачу за услуги. Мы здесь, Рузи. Ага. Ну вот что. Кажется, пора начинать. Ты, Хасан, пойдешь к лестнице. Выскочит толстопуз и бей его. Но только полегче, чтобы не подох. Все-таки он чтец Корана. А мы со студентом сорвем дверь и в дом. А вы двое в это время заткните глотки проклятым старухам, чтобы они даже пикнуть не сумели. Ну что мне, учить вас? Понятно. Чисто Сработаем. Хасан, иди сюда. Я здесь. Зайди с той стороны быстрее. Понял. Мне куда? Я же тебе сказал, болван. Подрядин. Да. Мы перелезем через стену. Помоги мне. Давай руку. Стой! Разбойники! Стража! Хватай их! Хватай! Засаду стать! Спасайся! Попали собаки! Вяжи его! Подрядин, беги! Я задержу их! Бей их, братцы, не бойтесь! Держите Рузи усача! Да веревка, давай веревку! Не упусти! Собаки, шкуру отпущу! Стой, говорю! Не уйдешь! Давно я за тобой охотился, Рузи усач. Что же делать? Что делать? Нет нам спасения. Нет! Эй, ты, повернись к нам. Бай хочет посмотреть, какая ты из себя есть. Повернись, дочка, повернись. Хватит, хватит, не крутись, достаточно. Идемте. Подними головку повыше. Вот Я беру эту девушку. Сколько платить? Эх, Бог свидетель, мне трудно расстаться с ней. Я люблю ее как родную дочь. А вы за это обещаете устроить мне сделку с кожами на моих условиях? Вы мне обещаете? Не беспокойтесь. Все будет сделано. Прошу вас. Только завтра нужно внести в нашу контору 100 тысяч наличными. Снимите со своего счета. Поняли? Понятно. Я приглашу владельца товара. Подпишите купчую. Заверим ее сразу же после осмотра товара. И делу конец. Так сколько стоит девушка? Вы берете ее в жены или... Конечно, в жены. Я сейчас сам занялся выгодным делом. И могу себе кое-что позволить. Мне только остается пожелать счастья. А вы можете обойтись и без мулы, и я вас обвенчаю. И это вам почти ничего не будет стоить. А девушка стоит 5000. Только для вас, клянусь. Она мне дороже обошлась. Ах, дядюшка Кори. Вы ее сейчас заберете? Нет, нет, не сейчас. Мне нужно поговорить со своей старшей женой. А девушка пока у вас побудет. Прикажете написать мне на эти деньги расписку? Нет, нет, что вы, почтенный Кори. Ведь мы с вами затеваем такое большое дело. Я не требую расписок у друзей. Я и так им доверяю. Осторожней, Клодия, не бросай. Ну что встал, работнички? Ассалам алейкум. Дядюшка Кори, ва алейкум ассалам. Прошу, прошу Вы вас. слышали, Мирзо, какие толки ходят по базару? Какие толки? Мало ли что болтают. Нет, нет, Мирзо, слухи такие, что уши вянут. Да, один Туда, солдат туда говорил... неси.
Один солдат говорил, будто в России власть забрал в руки большевой какой-то. Большевой? Ага, большевой. Так его все называют. Вы случайно не знаете, кто это такой? Может, брат царя? Тот самый, который хотел захватить престол. Может, это он, а? Да что вы, дядя? Нет, большевик это не брат царя. Да. Большевик это страшный человек. И как только Аллах терпит такого шайтана. Правильно. Неужели? Вы меня Да пугаете. бросьте вы этот разговор. Русские сами разберутся, а у нас своих дел много. Поговорим лучше о них. Разрешите представить. Почтенный купец из Самарканда Мухтар Рафтор. Владелец партии Кош. Ассалам алейкум. Валейкум Говорят, ассалам. вы все еще их не продали. Правда? А стоит ли их продавать? Цены каждый день повышаются. Есть ли смысл? Вы говорите, повышаются, почтенный? Да. Нет, не надо так говорить. Не надо. Ведь цены как ветер. Он сегодня может подуть сильно, и цены поднимутся вверх, а завтра упадут вниз. Ведь недаром сказано, кто удачно продал товар, наслаждается покоем, а тот, кто купил, не знает, как его сбыть. Выпейте. Он, наверное, думает, что у вас нет денег, и поэтому колеблется. Прошу вас. Почтенный Кари, вы принесли деньги? Прошу вас, угощайтесь, прошу. Деньги? А как же? Всегда при мне. Где же они? Вот. Ай, молодец. Я же говорил, дядюшка Кари настоящий купец. Давайте. Посчитай. А где же еще? Вот они. Пожалуйста, прошу вас, угощайтесь. Выпейте чая, дядюшка Кари. Прошу вас, не стесняйтесь. Прошу. Что? 100 тысяч ровно. 100 тысяч ровно? Это мало, почтенный Кари. 105 надо, такой уговор был. Как мало? 100 тысяч, вы сказали. Я говорил вам 105, вы забыли. Вот документы, проверьте. Не так ли, Хаджи Мухтар? Никак не могу решить, продавать ли. Как вы думаете? Нет, уважаемые. Как это не продавать? Дал слово, обязан его сдержать. Мы же договорились. Дядюшка Кари, идите за деньгами, банк еще открыт, вот ваши 100 тысяч, возьмите. Нет, пожалуй, я лучше положу их в сейф. А где же купчая? А купчая тоже здесь. Где это здесь? Не бойтесь, почтенный, не бойтесь. У меня в сейфе. Не забудьте, прежде чем подписать купчую, мы с вами должны осмотреть товар. А сейчас поспешите в банк, времени мало. Принесите еще 5000, и мы быстро закончим дело. Так? Ага, я пойду. Держи. А что у тебя в корзине? Что ты хочешь передать своим разбойникам? Рузи, да, он дервиш. А мой друг Хамрон не разбойник. Он никогда не был разбойником. Ну-ну, показывай, что принес. Вода, лепешки. Ладно. А что за мои труды? Вот. Хорошо. Передам, если они еще живы. Живы, я знаю, господин Исау. Кто за тебя работать будет? Вот бездельники. Чуть не помер. Банк уже Посчитай. закрывался. Вот 5000. Салам алейкум, почтенный Видели Кари. сегодня. Возьмите ваши деньги и дайте купчую. 5000? Зачем они? Как? Зачем? К 100 тысячам. Считай, 420 за хлопок, 375 за шелк, 590 за бархат. Шутить изволите? Не надо шутить. Берите деньги, 5000, а купчую отдайте. Я так бежал, так быстро бежал, что у меня чуть не лопнуло сердце. Чаю бы мне, а то пересохло горло. У меня много дел. Некогда. Заходите как-нибудь, угостим. 800. Что? Значит, наша сделка поломалась. О какой сделке вы толкуете? Он мне только что кожи продал. Кто продал? Хаджи Мухтар ничем не торгует. Это старый друг моего отца. Он мулла из Самарканда. Вы с ума сошли, почтенный. О чем вы говорите?
Обманщик, верни мои деньги. 100 тысяч рублей. 100 тысяч? Да, 100 тысяч. Верни их немедленно, понял? Довольно болтать. Я их не брал. Ой, Ходжа, он врет. Вы же видели, он взял деньги. Так подтвердите. Ничего я не видел, почтенный. Я вас-то впервые вижу. Кто вы такой? Ой, халиф Разик, Джабраиль, вы здесь же были, видели, вы честные мусульмане. Подтвердите, что он взял деньги. Что с вами случилось, почтенный Кари? Клянусь святым Кораном, вы денег не приносили. Нет, не приносили. Хватит валять дурака, дядюшка Кари. Если ты и впрямь с ума спятил, я сейчас тебя отправлю в сумасшедший дом. Стой. Я тебе еще кое-что хочу сказать. Ты у меня за 5000 девушку купил, деньги отдал, а от расписки отказался. Девушка? Да, Гюльгандом! Эй! Люди, а ну выставите его отсюда. Гнать его в шею. Воры! Негодяи, грабители! Деньги! Отдайте деньги! Деньги отдайте! Ограбили! Помогите, грабят! Будь ты проклят, разбойник! Проклинаю! Мулазим, где господин судья? Где господин Козикалон? Господин Козикалон уехал в Обкент. У меня к нему срочная жалоба. Не до жалоб сейчас, господин Исмат. Ну, меня ограбили, мой дом горит, поймите это, поймите. Сейчас все кругом горит, все горит. Большевики пришли сюда, понимаете, большевики. Скоро война начнется. Да, война. Идите к черту. Подождите. Ограбили, разорили разбойники. Стойте, дядюшка Кари. Пусти Кемиру, он меня знает, у меня жалоба. Стойте. Меня ограбили. Стойте. Ограбили. Там никого нет. Пусти. Никого нет. Откройте. Светлейшего Эмира нет, он уехал в Москву. Меня разорили начисто. Нищая. Что делать? Ты нищий? Ну тогда настал конец света. Да, настал конец. Конец. Аллах, где ты, Аллах? Аллах на небе, там ищи. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك Слышали новость? Какую? Большевики уже здесь. Банк лопнул. الله أكبر